мировом масштабе было затишье. Как вы видите, в принципе, есть, конечно, моменты, то, что достаточно скользкое покрытие, то, что машинки практически дрифтуют, но пусть наши пилоты покажут мастерство. Итак, минута позади, наши участники уверенно наезжают шаги. Молодцы, ребята, давайте удачи. Итак, 10 секунд до конца заезда. Так, стоим. А вы тоже болеете, да, здесь? А кто-то участвует? Это кто? Зеленогорский Дмитрий. Это ваш Наш. сын, я так понимаю, да? Я поздравляю вас с Днем Матери наступающим. А в чем интерес вот для вас вот, посмотреть, как люди этим занимаются? Интересно победить. Интересно научиться. А дома где он занимается? Там же, наверное, маленькая Он корпус. пенсионер уже в этом спорте. Как выяснилось. Да? Ну где-то же этим надо заниматься. Или... Раньше участвовал, сейчас уже нет, просто вот нет. А летом только, да? Нет, И зимой, и летом, что ли? в детстве гоняла. Сейчас уже гоняет на своей. А, то я понимаю, что он сейчас уже на большой машине гоняет, да? А началось с маленькой, да? Как вы к этому спорту относитесь? Поддерживаю полностью. Как вас зовут? Дарья. А? Дарья. Дарья. Спасибо, Дарья. Сейчас смотрим другой заезд. Номер 6 и номер 2. Вот такие у нас здесь соревнования. Итак, во втором заезде принимают участие номер 6 и номер 2. Номер 6 и номер 2. Номер 2 у нас уже практически на старте. Ну что ж, А мне сказали, что вы профессионал. Я смотрю, машинки здесь разные. Или здесь надо обязательно какую-то супер... На данном этапе вообще нет никаких ограничений. Только масштаб 1.16 это размер. Все, в остальном начинка любая. Кроме бензина. На чем угодно. Как понять, кроме бензина? Ага. А, имеется в виду, есть бензиновые Новые модели? модели тоже есть данные, да. Они большие, они орут и ездят на бензине, на настоящем. И на сегодняшний день... На сегодняшний день только электрика, но разные двигатели. Есть коллекторные, есть бесколлекторные. То есть бесщеточные. Они по-другому работают.
быстрее раскручиваются, высокие обороты больше, перегреваются меньше. Вообще, в принципе, лучше. Но, на самом деле трасса маленькая, поэтому здесь мощность не важна. То есть, вот смотрите, на данный момент мы видим коллекторную и бесколлекторную машинку. Бесколлекторная врезалась в конус, и вот она едет, она красная. А коллекторная спокойно, медленно проезжает всю трассу. Это желтая, да? Да. А вот он, видимо, не может справиться с мощностью, и, в принципе, у него опыта нет. Вот видите, как он может поддать газу, его занесло просто. То есть мощность — это не всегда хорошо. Если ты не можешь с ней совладать, лучше пусть ее будет меньше. Не, ну трасса все-таки маленькая. Наверное, Трасса больше. маленькая, но техничная. Понятно. А То есть техника в чем состоит? Техника заключается, ну, в поисках лучшей траектории. То есть, как бы за 3 минуты нужно проехать максимальное количество кругов, а максимальное количество кругов проедет только тот, кто меньше ошибается, и тот, кто знает траекторию лучше. То есть вот тогда он знает лучше пульт, нет? Что знает лучше? Пульт радиоуправления. Нет? А, тот, кто лучше управляет? Ну, конечно, да. Он должен хорошо управлять. Но вот смотрите, желтая машинка, ей управляет чемпион этих соревнований. То есть в давнейшем когда-то проводились такие же соревнования, когда ему было еще мало лет, это Кирилл, сын организатора. И он их выигрывал. И выигрывал не одни соревнования, то есть он многократный чемпион. То есть у него довольно-таки... Он хорошо управляет, и это в принципе видно, понимаете, да? Нет, а вот покрытие... И если ему попадется такой же соперник, то из них выиграет не тот, кто уже лучше управляет, потому что они оба будут хорошо управлять, а тот, кто лучше понимает траекторию, трассу и допускает меньше ошибок. При этом навыки у них одинаковые. А вот с вашей точки зрения мне сказали, ваша мама сказала, что вы чуть ли не пенсионер. Да, я давно играю. С 6 лет я катаюсь на них. А вот трасса сама, вот покрытие достаточно коварное, да? Да, тут очень скользко. То есть машинки, как вы видите, заносит. Нет никакого зацепа абсолютно. Вопрос, что лучше, чтобы зацеп был или же все-таки такая? Смотрите, если нет зацепа, то машинки скользят и скорости меньше. То есть скорость маленькая, но сложность в скольжении. А если зацеп есть, то машинки не скользят, но и скорость больше. То есть нет зацепа, маленькая скорость, но сложность в скольжении. А если зацеп есть, то скольжения нет. Но сложность в том, что нужно быстрее реагировать, потому что скорость примерно раза в 3 больше будет. То есть технически все-таки данная трасса говорит о совершенстве управления человеком. В заносе, да. То есть именно техника прохождения в заносе и отлавливание автомобиля из этого заноса. А если бы было хорошее покрытие, то там уже другая техника. Там уже у кого реакция лучше, тот, кто меньше боится жать на газ. Потому что скорость была бы раза в 3 больше. А сейчас они просто буксуют и не едут, осторожничают, не могут показать нормальный результат никто. Ну, может быть, сказывается пандемия и отсутствие трасс, нет? Да, отсутствие трассы скальзывается очень сильно на самом деле. А вообще, вот с вашей точки зрения, это профессиональный спорт, вот такие машинки? Да, профессиональнее некуда. Это самое профессиональное, что есть, именно в плане техники. И соревнований, в принципе, тоже. Просто у нас это очень плохо развито, поэтому это как-то не особо зрелищно. Но у нас есть республиканские соревнования, они проводились до ковида много раз, почти каждый год. Я участвовал в них. И это было круто. Много участников с разных вузов съезжается. Масштаб больше, интерес больше, классы разные. Сегодня так, любительские покатушки. Это даже соревнованиями сложно назвать. Просто получаем удовольствие, вспоминаем, что это вообще такое. И с нами был кто? Дивногорский Дмитрий, 6-кратный чемпион города Якутска по этому виду спорта. Спасибо. Итак, уважаемые участники, объявляю третий заезд. Внимание, пожалуйста. В третьем заезде принимают участие номер 4 и номер 5. Они уже стоят на стартовой линии. Итак, где мой помощник? Ага. Ты там будешь стоять? Может, все-таки здесь? Давайте все. Здесь у нас специальный подиум. Если тебе поможешь здесь вот можешь еще вот здесь. У тебя будет прекрасный обзор вообще. Вы же как из космоса смотрели. Итак,
Так, значит, пилоты готовы? Друзья, в один заезд попали. И чё, кто будет кому поддаваться? Вот видите, вот как судьба жестока. Ну что поделаешь, это спорт. Это автомодельный спорт. Итак, пилоты готовы, счетчики готовы, номера распределены. Да? Все отлично. Итак, внимание. Вперед. Давайте так, чтобы хоть одна машинка у нас целая доехала до финиша. Я понимаю, что вы, конечно, друзья, но здесь вот такая вот победитель у нас получается. Очень хорошо, что рядом со мной это произошло. Значит, ну, моргает она красиво, в принципе. Возможно, по питанию что-то. Ничего, второй участник продолжает нарезать круги. Ни в коем случае не останавливайся, не притормаживай. У твоего оппонента есть прекрасная возможность быстренько починиться и вернуться на трассу. Не жди его. Пламя был. Ну, ребята, Центр. настоящие друзья. Исторический парк. Россия, моя история. По результатам двух попыток